Теперь, чтобы взять кредит, совсем не обязательно стоять в очередях и тратить время на сбор и подписи различных бумаг. Новшеством для россиян являются сервисы онлайн-кредитования, с помощью которых в течение нескольких часов после заполнения электронной анкеты можно получить необходимую сумму денег. Однако не стоит забывать, что с каждым новым появлением сервисом электронной коммерции у мошенников увеличиваются способы дохода. Чем опасны такие компании и как избежать угрозы мошенничества? Посредники-аферисты. Первый из возможных вариантов обмана в сети – работа посредников под видом микрофинансовой организации. Пользователь встречает объявление о выдаче онлайн-кредитов на очень выгодных условиях и решается оформить займ. Мошенники берут ссуду в банке или оформляют ее на сайте авторитетной компании. По окончании действия договора заемщик узнает, что ему необходимо не только вернуть долг и погасить проценты по нему, но и оплатить услуги посредника. Угроза для персональных данных. В заявке на онлайн-кредит всегда необходимо указывать паспортные данные и номер идентификационного кода. Компании-однодневки используют информацию о заявителях в корыстных целях. Они либо продают данные третьим лицам, либо используют их для оформления займов в настоящих банках. Заполняя анкету на непроверенном сайте, пользователь рискует стать жертвой аферистов и узнать о взятых на его имя долговых обязательствах. Халатное отношение к безопасности. Чем активнее развивается интернет, тем больше появляется продвинутых мошенников, которые с легкостью получают информацию с различных сайтов. Поэтому ресурсы, занимающиеся финансами, тратят огромные суммы на защиту потоков, по которым производятся транзакции, серверов с информацией о договорах. Малоизвестные финансовые компании чаще всего пренебрегают необходимостью обеспечивать всестороннюю безопасность клиентов. Поэтому опытные хакеры могут получить доступ к данным о переводах и реквизитах банковских карт клиентов. В результате пользователь, оформивший онлайн-кредит, становится мишенью мошенников. Чтобы не стать жертвой мошенников, достаточно придерживаться нескольких правил. Не стоит переходить по сомнительным ссылкам, заключать соглашение, не изучив наименования сторон и условия кредитования. Будьте осторожны с поддельными сайтами региональных банков. Фальшивые сайты созданы мошенниками с целью выяснения ваших персональных данных и использования их в дальнейшем в корыстных целях. Пользуйтесь только официальными сайтами проверенных банков или оформляйте кредит лично в офисе у сотрудника банка. Список лицензионных банков и онлайн-кредитных организаций можно найти на сайте Министерства финансов или Центрального банка. Будьте всегда внимательны.